Для легализации граждан, прибывающих в Коми из Украины, рациональнее запрашивать предоставление временного убежища, а не статус беженца. Оснований для этого может и не быть, но из гуманных побуждений обратившихся не будут депортировать. По данным Коминформа, сегодня на учете в республике более 4000 граждан Украины. Однако точное количество прибывших в Россию украинцев подсчитать не представляется возможным, поскольку иностранные граждане могут находиться на территории до 90 суток без регистрации. Точно известно одно: из-за боевых действий украинцев прибывает все больше. Ольга Коняева знает ситуацию. Здесь в однокомнатной квартире сейчас ютятся 4 жителя Сыктывкара и 5 их родственников, беженцев с Украины. С ними грудной 8-месячный ребенок. Спать некоторым приходится даже на балконе. Благо погода пока позволяет. Все так в одной комнате. Я вот с ребенком на кровати и с сестрой младшей, а все остальные на полу. Молодой маме Насте Севастьяновой в июле будет лишь 17. У себя на родине она училась на повара-кондитера, перешла на 3-й курс. Впрочем, готова работать уже сейчас, лишь бы взяли. У ее бабушки Татьяны Овчинниковой высшее педагогическое образование. Еще она хорошо шьет и вяжет, так что тоже ищет полноценную работу. Естественно, наверное, материальные проблемы возникнут, потому что за июнь пенсию получили, а 8 числа у нас следующая пенсия. Если будут опять-таки работать у нас банки, работать почты, потому что когда военные действия, они не выплачивают. И вот мы в неведении, получим мы пенсию или не получим. Украинская пенсия Татьяны в переводе на российские деньги – это около 3000 рублей. Не разживешься. Есть ведь еще малыш Родион, внучка Лиза, которая пока только 5-й класс закончила, и мать Лилия Васильевна. 74 года путешествовать лягушкой – это очень тяжело. И неопределенность жилья нету. 2 месяца тепла быстро пройдет, и чем это все дальше закончится. А вчера посмотрели, как бомбят и Луганск, и Довжанку, и Красные партизаны, все подряд. Они там уже не то, что ополченцев бомбят и прочее, они уже бомбят мирные дома. В Таганроге во временном пункте размещения беженцев у наших героев еще есть родственники. 2 мальчишек 17 и 8 лет. Их тоже надо забрать. Но где жить? Нужно ли уже и как искать работу? Договариваться со школой или еще будет шанс вернуться домой? Пока у семьи одни вопросы. Неопределенный статус рождает непонимание. Ольга Коняева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.